Всем привет! Меня зовут Лукпан Ахмедяров, автор и ведущий канала, YouTube канала «Просто журналистика». Вчера вечером полиция задержала Батагос Умарову, журналистку в городе Астана, по обвинению в том, что она якобы распространяла недостоверную информацию, насколько я понял, по заявлению неких людей, которые были не согласны или возмущены тем, что она освещала трудовой конфликт в одном из коллективов. Там речь шла о задержке зарплаты. Ну, то есть обычная для журналистов-то, собственно, и работа. Ну и вот, а до этого задержали Санжара Букаева. Все видели это видео и фотографии, где Санжар Букаев стоит, вокруг него люди вооруженные с автоматами, там спецподразделение его задерживает. До этого задержали Розалы Ержанова, провели у него ночью обыск. И тоже так же задерживали практически. Я к чему все это? У нас новая идеологическая такая мысль, которая, скажем так, из каждого утюга сейчас раздается, когда власть пытается убедить нас, граждан, в том, что доктрина власти — это закон и порядок. И в связи с этим у меня, соответственно, вопросы возникли к нашей полиции, прокуратуре, президенту, в том числе, который много говорит о законе и порядке. Смотрите, в законе у нас прописано, на то он, собственно, и закон, да, что если у правоохранительных органов к человеку возникают вопросы, есть такая вещь, как повестка. Пришлите человеку повестку, и он придет по этой повестке. Поверьте, я много раз видел, как полицейские убегали от журналистов, но еще ни разу не видел, чтобы журналисты убегали от полицейских. Поэтому пришлите повестку, человек придет. Второе, это то, что практически все эти следственные действия, сейчас с Батагос Умаровой, происходили ночью. Опять-таки, обращаемся к закону, про который очень много говорят. Раз уж закон и порядок. В законе черным по белому прописано, я не юрист, сразу подчеркну, я не адвокат, никогда не заканчивал юрфак, но вроде в законе прописано, что есть такое понятие, как рабочее время. В рабочее время, пожалуйста, пришлите повестку, вызовите человека в рабочее время в полицию, проводите в рабочее время все свои следственные действия. Что вы там хотите? Допросы, обыски, если уж на то пошло, и так далее и тому подобное. Но нет, все это нужно делать максимально кошмарно, среди ночи, глубокой ночью приезжать, проводить обыски и так далее и тому подобное. Вопрос, зачем? Вот я не врублюсь. Что вы этим добиваетесь? Помимо повестки и следственных действий, есть еще такая вещь, опять-таки, в законе. В случае с Батагос Умаровой люди, которые были недовольны ее статьей, они ей написали перед этим досудебную претензию. И по закону, опять-таки, вроде бы все понятно. То есть ты присылаешь досудебную претензию, есть время у журналиста, чтобы ответить, или у редакции, и потом, в зависимости от ответа, журналисты и редакция согласны с твоей претензией или не согласны, ты уже обращаешься в суд и так далее и тому подобное. У нас же почему-то с Батагос Умаровой произошло следующее. Ей досудебную повестку прислали, досудебную претензию прислали, но срока дожидаться не стали, сразу же написали в полицию, и полиция тут же взяла под козырек, и вместо того, чтобы сказать этим людям, заявителям, ребята, у вас гражданско-правовые отношения, обращайтесь в суд, дождитесь окончания вашей досудебной претензии и обращайтесь в суд. Нет, полиция у нас тут же берет под козырек, бежит, задерживает человека, как злостного преступника, особо опасного, проводит обыски и так далее и тому подобное. С каких пор вдруг полиция стала экспертом в таких делах, как гражданско-правовые отношения? Это вообще не дело полиции, насколько я знаю, не ее компетенция. Ну и вот в завершении я хотел бы сказать, уже обращаясь к нашим властям, понимаете, когда вы всячески убеждаете население в том, что есть некий закон и порядок, но при этом закон вы используете избирательно, то у людей, даже у очень аполитичных людей, рано или поздно, на примере того же Санжара Букаева, Розалы Ержанова, Батагоса Умаровой, Асета Матаева и так далее, гражданских активистов, у людей рядовых начинает появляться стойкое ощущение, что закон, он носит какой-то избирательный характер. Хотя вроде в том же законе написано, что все равны перед законом. Но вот эти все кейсы, они дают ощущение такое стойкое, что вроде бы не все равны перед законом. Вот есть закон во всей его строгости для противников, для критиков режима, для журналистов, а вот для остальных вот этой строгости закона нет. Он там по-другому как-то работает. Хаменова, кажется, она была замакима Атыраускай области, которая там была уличена в коррупции откровенной. Опасное, кстати, преступление, особо тяжкое. Но ей почему-то решили заменить лишение свободы на какую-то меру ответственности, не связанную с лишением свободы. То есть
Для кого-то по всей строгости закона, а для кого-то нифига, так не получается. И вот это избирательное действие закона, когда носит закон избирательный характер, это очень похоже на то, что когда-то произнес такой известный исторический персонаж Бенито Муссолини. Он, в частности, является автором фразы «своим все, врагам закон». Ну, то есть он имел в виду, что для врагов вся суровость закона, а для друзей как бы все остальное, как бы все ништяки. И вот, господин президент, если вы строите государство, в котором вы хотите, чтобы торжествовал закон и порядок на словах, а в действительности весь ваш государственный аппарат власти настроен на то, чтобы для критиков вся суровость закона, произвол, отсутствие повесок, несоблюдение процессуальных норм, гражданских норм, конституционных норм, вы тогда не удивляйтесь, что рано или поздно люди перестанут уважать закон. Люди перестанут считаться законом, потому что они видят, что те, кто вроде бы уполномочен соблюдать закон, сами же этот закон и нарушают. То есть власть сама своим примером показывает, что закон можно топтать ногами, что законом можно не считаться. Есть такое хорошее стихотворение. Вселенский опыт говорит, что умирают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а умирают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Кажется, написал Евтушенко, если не ошибаюсь. Так вот, это вот наглядный пример, то, что происходит в Казахстане, вот к этим строкам. Люди рано или поздно перестанут уважать это государство, перестанут уважать закон, потому что они видят, что закон не работает, что закон работает в ручном режиме, избирательно, когда для своих все привилегии, а для противников вся суровость закона. Поэтому то, что происходит в стране, в Казахстане, последние, наверное, 2 месяца, когда люди искренне верили, что, может быть, это перед референдумом только власть пытается гайки закрутить. И когда люди видят, что вот вроде бы и ваш там вот эта вот забава в виде референдума, она прошла, а вы никак не успокаиваете, все еще продолжаете задерживать людей, преследовать людей за инакомыслие. Это все очень опасно. И прежде всего это опасно для самой власти. Потому что рано или поздно власть столкнется с тем, что люди скажут, это не наши законы, это не наша ответственность. То, как принималась Конституция, вот эта вот нынешняя, которая стала предметом референдума, ясно показывает, что у людей было очень много вопросов и к самой процедуре принятия Конституции, и к тому, как проводился референдум. И когда вы говорите, что закон, он написан так, что для тех, кто против, в этом законе есть только ответственность и наказание, а для всех остальных есть только привилегии и поблажки, то это очень плохой пример. Если вся разница между так называемым старым Казахстаном и новым Казахстаном для обывателя видна лишь только в том, что в новом Казахстане еще больше происходит произвол над законом, что в новом Казахстане об закон можно вытереть ноги, то тогда это плохая разница. Это разница не в пользу вас, господин президент. Мы сейчас в Казахстане живем в условиях, когда мы каждый раз думаем, кто следующий. И вполне возможно, что следующим буду я. Или еще кто-либо другой из журналистов или общественных деятелей. И опять-таки, это я обращаюсь сейчас к властям. Это плохие, отвратительные условия в государстве, где граждане живут с ощущением, кто следующий. А не с ощущением, что это государство меня будет защищать. И вот то, что происходит в государстве, где люди живут с ощущением, кто следующий, это пример того, что произошло в России. Путинская Россия — это вот наглядный пример того, к чему вы можете привести Казахстан. И у нас в стране, к сожалению, люди мечтают о другой стране. Я просто хотел бы сейчас обратиться и ко всем простым людям, и рядовым гражданам, и к президенту Токаеву. Давайте вспомним, о чем мы мечтали, о какой стране мы мечтали. Я же больше чем уверен, что каждый из нас мечтал о том, что и продолжает мечтать о том, что будет Казахстан, в котором будут гарантированы права и свободы, где мы будем ощущать себя полноценными гражданами, а не потенциальными узниками исправительной колонии. Где мы живем в стране, в которой люди будут чувствовать себя настолько хорошо, что в эту страну другие люди будут мечтать приехать. Вот о таком Казахстане мы мечтали. И то, что сейчас происходит, это приближает нас к мечте? Я думаю, нет. Поэтому вот такие у меня достаточно, на мой взгляд,
горькие мысли по поводу того, что происходит в Казахстане. Заң мен тәртіп ол тек қана заң бұзушылықпен көрінетін болса мемлекеттік органдардан, онда елде болашағы жоқ деген ел деп мен ойлаймын өзім.